Вот уже 12 лет этот частный семейный дом в поселке Габидена-Мустафина стал родным для 25 человек пенсионного возраста. У каждого здесь живущего непростая история. Однако, объединившись под одной крышей, они дружно проводят досуг, помогают друг другу и стремятся сделать мир лучше. Мы живем семьей одной, все дружно, вот, прям хорошо живем. И хорошее питание, и отдыхаем, и так как-то душа спокойна, хорошо живет. Василий Чагин здесь живет уже второй год. Приехал сюда из Темиртау. Много лет отработал слесарем на крупном энергетическом объекте. Теперь помогает немного с ремонтом. Играет в шашки и шахматы и пытается вовлечь в настольные игры как можно больше желающих. И зелень полей, и в небе широком, и в небе высоком. Пока одни нашли отдушину в песнях, другие старательно на кухне готовят обед. Зоя Янчук сегодня здесь в качестве помощника повара. Практически всю жизнь она проработала в различных цехах птицефабрики, освоила массу профессий. Хотя здесь решила, что будет помогать на кухне. Теперь каждый день старается разнообразить меню, порадовать себя и своих соседей по комнате. Мы 2 раза в неделю манты, 2 раза в неделю пельмени, картошка по-французски. У нас плов, котлеты. У нас очень хорошее питание. Мы стараемся, чтобы старики были довольны. Застолье здесь и вовсе может растянуться на несколько часов. С душою приготовленный обед позволяет и желудок насытить, и спланировать планы на остаток дня и на будущую неделю. Что необходимо улучшить или прикупить, решают общим собранием во время обеда. Помогают съездить за необходимым или просто по хозяйству и 2 местных социальных работника. В здоровом теле здоровый дух. Именно поэтому зарядка числится обязательным пунктом в распорядке дня здесь живущих. Так и бодрость духа, и профилактика заболеваний, и хороший настрой на весь день обеспечен. У нас 6 спален, где наши пожилые люди отдыхают. У нас есть комната отдыха, где у нас подключен скоростной интернет. Кто в шашки играет, кто в шахматы играет, кто, значит, читает. У нас очень много читает. У нас пожилые люди сочиняют свои стихотворения, мы их печатаем. Посидеть вечерком на лавке или полить цветы – этим здесь занимается каждый. Так и глаз радуется, и время быстрее проходит. Хотя на имеющемся приусадебном участке растут и огурцы, и помидоры. Так получается продукция экологически чистая, дешевая и в любых количествах. Только картофеля они ежегодно собирают порядка 40 мешков. Этого количества хватает им на всю зиму. Хотя главное, что есть в этом семейном доме, это забота и внимание, пусть даже чужих людей, которые стали ближе своих.